вечер, уважаемые ижевчане и гости нашей столицы. От души приветствуем вас и желаем самых приятных впечатлений от праздника, который посвящен славной дате в истории нашей Родины – 1150-летию зарождения российской государственности. Праздник проводится в день крещения Руси. Вся тысячелетняя история российской государственности тесно переплетена с историей становления православия. Поэтому сегодня будут исполняться лучшие духовные и светские произведения композиторов России, которые основаны на исторических сюжетах и которые стали шедеврами мировой музыкальной культуры. Слово предоставляется министру культуры, печати и информации Удмуртской республики Дмитрию Евгеньевичу Иванову. Гостей и участников праздника «Ты живи, Святая Русь» поздравляет благочинный Ижевского округа митрофорный протоиерей Виктор Костенков. Добрый вечер, участники праздника, добрый вечер, уважаемые зрители, уважаемый отец Виктор. Приятно, что сегодня у стен этого великого возрожденного храма мы проводим очередной праздник хоровой музыки «Ты живи, Святая Русь». И не случайно, что эта большая музыкальная акция проходит в год, объявленный президентом Российской Федерации, год российской истории. И два выдающихся знаменательных памятных события мы отмечаем тоже в этом году. Это 1150-летие со дня зарождения российской государственности и 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года. Мне приятно, что именно этот праздник проходит у стен Свято-Михайловского собора. Это еще один повод оценить величие русского духа, величие русского характера и величие русской культуры. Я от всей души поздравляю вас с этим праздником. Надеюсь, что та музыка и те музыкальные шедевры, которые будут звучать сегодня в этом профессиональном исполнении, не оставит вас равнодушным. Дорогие братья и сестры, разрешите мне, в свою очередь, от всей полноты Русской Православной Церкви поздравить вас с этими праздниками. Впервые мы можем вот так полный голос сказать, что сегодня мы именно празднуем государственный праздник, потому что это чувствуется и по вашему присутствию здесь артиста. Святая Церковь в этот день, 28 июля, по новому стилю, всегда праздновала память святаго великого князя, равноапостольного князя Владимира, и всегда упоминала одно величайшее событие – это крещение и князя, и принятие крещения всей русской землей. С этого дня Русь стала именоваться святой. Конечно, с принятием христианства, с принятием крещения Русь не всегда жила вольготно. Были трудности, были войны, были и хорошие времена, но всегда она оставалась верна этому христианскому званию. Русь христианка, Русь православная. Сейчас мы возрождаем храмы. И уверен, что мы их возродим все. И еще больше. И поистине не просто будут говорить Russian, русские, а будут говорить Русь святая. Этого я и всем вам, россияне, желаю. Благоденственное
здравие же и спасение, изобилие плодов земных, и во всем благое поспешение подашь, Господи, всем православным христианам, и сохрани их на многое Праздников, россияне!